Тим часом в окупованому Криму з туристами не густо. Місцеві, що заробляють на літньому сезоні, скаржаться. Мовляв, відпочивальників щороку меншає. Кримський блогер Заїра Кадиров об'їхав півострів, порівнював ціни, рівень сервісу, розпитував враження відпочиваючих і місцевих. Побував у селищі Берегове Бахчисарайського району та Севастополі. Про його враження далі. Друзья, я нахожусь сегодня в прибрежном поселке Береговое Бахчисарайского района. Давайте посмотрим, что здесь происходит в начале июля. Сюда можно добраться на рейсовом автобусе, либо из Симферополя, либо из Бахчисарая. Расскажите, как вам отдыхается в этом поселке? Я всегда люблю отдыхать в этом поселке. Сейчас я приехала из Симферополя. Раньше я из Москвы сюда приезжала. Ждем все, когда вот уже пляж приведут в порядок. А когда обещают? Это уже давно идет. Вот ждем. Мы терпеливые, подождем. Вот так выглядит пляж в Береговом Бахчисарайского района. Вот здесь огороженная территория, поскольку есть риск обвала. А буквально в 5-10 метрах уже отдыхают люди. Почем напитки? Пепси-кола литровая. 90 рублей. Квас 60 рублей. Чипсы от 70 до 110. Я арендатор этого пляжа. Людей очень мало. С каждым годом все меньше и меньше людей приезжает. А вот по ценам, допустим, в сутки... От 150 рублей с человека. Так дешево? Да. Ого. С интернетом, с кондиционером, со своей там ванной, кухней, туалетом. Все вот в номере будет стоить там 500-600 рублей с человека. Очень популярный прибережный поселок, но местные жалуются, что мало людей. И действительно, вот то, что я прошелся, в общем, мало туристов, хотя им, отдыхающим, здесь достаточно нравится. Так как я выбрался в Севастополь, хочу вам немного показать, как живет город в июле 2019 года, чем дышит. Здесь можно сфотографироваться с голубями, либо отправиться на морскую экскурсию. 400 рублей взрослые, 300 детские. Экскурсия длится полчаса. А вообще, как с отдыхающими? В этом году сложно. Не настолько приток большой. Раньше было, говорят, лучше. Давайте узнаем, почем сейчас экскурсии. Например, самая бюджетная экскурсия и самая дорогая. Цена идет 1500, основная цена. Вот, например, на Айпетре подняться с канат 800 рублей. Да. В этом году очень слабо с туристами. Сервис, конечно, страдает, конкуренция проигрывает Крым, также Турции, Египту, да и каким-то другим российским регионам. Меню, которое имеется на набережной Севастополя. Например, первое блюдо от 250 рублей, куриный суп, мангал, меню и рыба барабулька, ставритка от 160, это самое, скажем так, доступное. А мясо на мангале стартует от 150 рублей за 100 грамм. Вот такой получился небольшой обзор из города-героя Севастополя. Это такое вот общее представление о том, что происходит субботним вечером в одном из самых крупных, если не самом крупном городе Крыма.